Помимо образовательных учреждений, в столице республики обрабатываются места массового пребывания людей. Вокзалы, аэропорт, торговые центры и общественный транспорт. Так, только столичный Коми-Автотранс на дезинфекцию с начала пандемии уже потратил 15 миллионов рублей. Ксения Лосева о том, как часто обрабатывают автобусы. Автобус номер 46 заезжает на территорию автотранспортного предприятия строго по расписанию. На обработку дезинфицирующим раствором уходит от 3 до 5 минут. Все четко, быстро, а главное качественно. Схему отработали здесь еще во время первой волны коронавируса. Дезинфекцию проводят минимум 2 раза – перед выездом и в середине рабочего дня. У нас есть раствор, который мы делаем, Ника, то есть на 10 литров воды мы ложим 4 таблетки, то есть чтобы раствор все убивал микробы. Заходим в автобус, берем у водителя путевку, то есть, я на журнале, ребята работают за ночную смену с 5 часов вечера до 12 ночи, Вот мы обработали вот столько вот автобусов. В день, естественно, мы обрабатываем чуть поболее. Особое внимание поручням, спинкам кресел и валидаторам. Всем поверхностям, с которыми соприкасаются пассажиры. С недавних пор раствор начали распрыскивать и на пол. Состав имеет долгий срок активности на поверхности, уничтожает бактерии и вирусы, при этом абсолютно безопасен для людей. Помимо дезинфекции автобусов у нас проводится обязательная проверка водителей и кондукторов на входной режим. Так называемый входной фильтр – это проверка температуры сотрудника. Также водители обязательно проходят предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. Помимо этого им выдаются средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, либо антисептики для рук, которыми они обязаны пользоваться во время их работы. Несмотря на то, что омикрон, по мнению медиков, переносится легче, чем его предшественник, расслабляться рано. Новый штамм распространяется с гораздо большей скоростью, а потому может поджидать человека где угодно. На автотранспортном предприятии не исключают, что в дальнейшем дезинфекцию машин придется дополнительно усилить. Требования менялись, в определенный момент были послабления, и можно было обрабатывать один раз. Это, наверное, было какой-то летний месяц, когда было заметное падение числа заболевших. Мы видим наполненность наших автобусов, как разнится утром, вечером и днем. То есть днем автобусы практически ездят полупустые, даже если не сказать больше пустые. Сегодня на линию выходит более 100 автобусов. Что важно, перевозчик обрабатывает не только городские маршруты. Между тем, чтобы обезопасить себя, пассажиров призывают более серьезно относиться к вопросу. Не пренебрегать масками, почаще дезинфицировать руки и по возможности планировать свой маршрут так, чтобы избегать часы пик. Ксения Лосева, Павел Люлян, Минтелеканал, Юрген Сыктывкар.